зимнее жилище наших предков, двухметровой высоты. Мы просто приподняли верхнюю часть, чтобы больше воздуха было, потому что здесь праздник проходит, сейчас тоже праздник семейный будет. Окна появились с южной стороны с приходом русских. Их заставили, кого убедили, делали из бычьего пузыря. Мы это пробовали, но оттуда никакого света нет, просто что-то белесенькое есть. Двери очень низкие делали, поэтому никаких замков, ни внутренних, ни внешних, и очень высокий порог, маленькая дверь. Если бы эта маленькая дверь стояла, любой ветер раскрывал бы. А так как лежит по стене, никакой ветер не страшен. Печки огромные, вон только труба, диаметр трубы вот такой будет, и сама печка. Поэтому печка находилась чуть-чуть в середине, а там дается пространство для женщины, для хозяйки. Она постоянно тут находится. С северной и западной стороны всегда холодные ветры, поэтому там почти открыто стоит скот. 40 голов скота, 50 голов скота. И дают постоянную температуру в этот дом. Потом располагаются девочки, если они есть, мальчики, хозяева, а с южной стороны самые почетные гости. Вот. Всюду духи. Жилой дом имеет дух. Реки, горы, озера, деревья все имеют дух. Травиночки имеют дух, всюду кишит. Но их не видно, у них теней нет. Дух огня самый сильный, постоянно угощается. Я сегодня покажу этот обряд. Через духа огня обращается к верхним мирам, передают своей радостью, чтобы радость умножалась, или просят помощи. Сегодня я обращусь через духа огня верхним мирам, чтобы они следили за вами и не подпускали злых духов ни спереди, ни сзади, ни сверху, ни снизу. А вы раскрываете руки ладонями вверх, держите